Друзья, знакомьтесь, это Нигара Бахтишат. Она является учредителем и генеральным директором компании Giftware. Всем привет! Ну и первый вопрос, Нигара. Расскажите, пожалуйста, о вашей компании. Чем она занимается? Наша компания она занимается корпоративными сувенирами, то есть мы предлагаем своим клиентам готовые бизнес-решения под ключ с нанесением логотипа или без. Соответственно, это все сопровождается высоким качеством, хорошими ценами, высоким сервисом, творческий подход у нас к каждому клиенту. Мы предлагаем эксклюзивные бизнес-решения для своих клиентов и, конечно же, это все по вкусным, конкурентоспособным и доступным ценам. Нигара, насколько я знаю, сегодня исполняется 20 лет вашей компании, с чем мы Мгм. вас и поздравляем. Спасибо большое. Желаем успехов в вашей Спасибо. компании, больших результатов. Такой вопрос. За 20 лет как изменился рынок рекламно-сувенирной продукции? Каких больших результатов достигла ваша компания? Мгм. Ну, для начала, Сульфи, хочу поблагодарить вас и вашу команду, что поздравили нас, уделили нам внимание. Очень приятно. Мы такие старожилы этого рынка, но при этом продолжаем следить за всеми трендами. И, наверное, нужно отметить, что нашей независимости, в принципе, Казахстана тоже достаточно недолго, буквально чуть больше 20 лет, поэтому этот рынок, он еще развивающийся в любом случае. И если брать период 10 лет назад или 20 лет назад, то рынок выглядел совершенно по-другому. Допустим, если раньше брать сувенирную продукцию, промо-продукцию, это было просто нанесение на ручках, нанесение самое обычное на самых обычных кружках, декольная, допустим, печать, то сейчас, если взять тот же пример кружек, то это можно будет сделать кружку любой формы, любого размера, любого цвета, из любого материала, керамика, фарфор, любой вид стекла и так далее. То есть даже сейчас такие кружки мы изготавливаем, которые сами по себе миксуют. Кружки, которые наливаешь, допустим, в него кипяток, она меняет цвет. То есть рынок сейчас, он очень разнообразный, он расширился, и это хорошо. То есть сейчас нужно успевать всегда следить за трендами, быть всегда первым. Поэтому мы постоянно летаем на выставки, которые происходят в Гонконге раз в год, в Германии, чтобы постоянно своим клиентам предлагать что-то новое. Если раньше всю продукцию можно было импортировать, то сейчас необходимо иметь собственный склад, чтобы можно было предложить клиентам разнообразную продукцию, иметь собственное производство, чтобы на своем производстве можно было бы уже самим нанести логотип на готовое изделие, либо изготовить уже здесь свое отечественное производство и предложить клиенту. То есть расширился данный рынок. Нигара, сейчас мы находимся в вашем шоуруме. Не могли бы вы поделиться самыми интересными и креативными проектами, над которыми вы работали? На самом деле мы следим постоянно за сувенирными трендами и стремимся развивать различные направления, в том числе и национальную сувенирную продукцию. Поэтому в нашу компанию входят такие бренды, как Сыйлых мы разработали, посвящены именно национальной тематике. И также у нас есть бренд Астана Тайм. Мы сами разрабатываем под этим брендом свои собственные блокноты, ежедневники, все письменные принадлежности. Полностью разрабатываем обложку, внутренний блок и так далее. На производстве также мы изготавливаем очень много изделий. Например, вот из фетра мы сами вырезаем и сублимируем такие сумочки в виде наших национальных юрт. Вот под нашей текстильной продукцией мы делаем кепки различные, которые посвящены казахстанской тематике. Это города Казахстана, что сейчас, мне кажется, очень популярно, потому что Казахстан стремится развивать туризм. Очень много туристических у нас открывается и совершенствуется мест. И для иностранцев это очень хорошее качество кепок. Мы делаем национальные рюкзаки, допустим, сборная Казахстана по волейболу, она пользуется только нашими национальными рюкзаками и по плаванию. Но самое важное, наверное, еще интересное, вернее, наверное, могу сказать, что у нас есть наши собственные запатентованные магнитики. Это Ух Даурен, ты! да, Ерден Ата, Асем. Мы полностью сами разработали этот дизайн с нуля, подготовили это все для Экспо. И, кстати, мы были поставщиками, одними из немногих поставщиков Экспо. Ребята, смотрите, какие классные лanyарды. Вообще, Барселону даже нашел. Вообще классно. Ну, в принципе, я болею за Манчестер Юнайтед. Это лучшая команда Европы, но... Ладно, я думаю, в дальнейшем компания Giftware сделает и лanyарды Манчестер Юнайтед. Вообще, в целом, вот этот угол шоурума мне очень сильно понравился. На самом деле,
в будущем мы хотим сделать какой-то свой мерч, свою линию одежды со своим логотипом. Поэтому в этом плане, я думаю, что, Нигара, вы нам более подробно расскажете, да, и как это все производится, как все это происходит, вообще весь процесс работы. С удовольствием расскажу вам. Получается, что на самом деле мы работаем с разными компаниями. Это как и малый, средний, так и крупный бизнес, потому что в современном мире каждая компания, она закладывает рекламный бюджет, потому что реклама, она преследует конкретные цели, именно сувенирные. Это, во-первых, это что? Это повышение лояльности покупателей и потребителей. Это узнаваемость бренда, потому что, нанося такой логотип, люди, одеваясь, сразу узнают твой бренд. Ту же самую кепку, ту же самую футболку, допустим, как здесь Дизи. Вы покупаете определенное количество, и вам дарят вот такую футболочку с печатью. Или с вышивкой такой яркой. Мне кажется, это очень сильно повышает узнаваемость бренда. Также это стимулирует продажи. И, конечно же, это отличает вас, допустим, определенную компанию на нишевом рынке от своих же конкурентов. Поэтому мы придумываем что-то очень яркое, что-то очень броское на любой текстильной продукции, будь то рубашки поло, будь то фартуки, будь то длиннорукавные футболки какие-то, будь то свитшоты, какие-то худи. Мы отшиваем такие худи высокого качества. То есть спектр нашей текстильной продукции, он тоже абсолютно разный. Если вы видите, это и кепки, утепленные куртки, это и медицинские халаты. То есть все, что вы здесь видите, мы все это производим и гораздо больше, потому что, конечно же, в шоурум абсолютно все вместиться не может. Понятно. А вообще сейчас как бы явление такого мерча, оно стало очень популярным, потому что многие блогеры, да, крупные компании заказывают свою линейку одежды, да, со своим логотипом, да. Как сейчас вообще запустить свой мерч? Можете рассказать? Ну, на самом деле, если, допустим, обращаться именно к нашей компании, то мы работаем как и с юридическими лицами компаниями, так и с физическими. Это те же блогеры, либо частные лица, которые, допустим, хотят запустить какую-то собственную коллекцию. Конечно же, это, соответственно, сначала строится определенный лекало, утверждается макет того, что хочет клиент, выбираются материалы, изготавливается первый образец. Если там на нем какая-то печать или вышивка, изготавливается печать, вышивка. И только после этого уже запускается массовое производство. Если брать какую-то, допустим, у нас текстильную продукцию, то минимальный тираж, если это складская продукция или что-то отшивать нужно будет, где-то 25-30 штук. Ну, это на какую-то такую продукцию. Если это что-то сложное, соответственно, минимальный тираж растет. А какой вообще минимальный тираж? На складскую продукцию от 20, допустим, у нас все эти изделия, рубашки полов, они уже есть в наличии на складе. Там 20-25 штук. Если это под заказ по какому-то принципиальному цвету клиента, допустим, какой-то нестандартный цвет фуксии или какой-то салатовый, которого у нас в наличии нету, то, соответственно, сроки и тираж больше, потому что ткани мы покупаем рулонами, соответственно, в рулоне определенный метраж. Не вся ткань есть в Казахстане в наличии, потому что в Казахстане, к сожалению, мы не производим ткани, у нас нет этого сырья, нам приходится завозить его извне. Это Узбекистан, это Россия или Китай, или Европа откуда-то, либо Турция. Вот. И поэтому, соответственно, выходят еще вот сроки на то, что ткань должна приехать и так далее. Слушайте, я как сюда попал, мне сразу понравилась вот эта вот футболка. Она такая модная, она, Да. я так понял, она делалась для Дизи, да, для Да, компании? причем мы сами полностью придумали дизайн. Клиент к нам пришел, они не знали, чего они хотят, у них было такое разбросочное. И наши дизайнеры вот придумали такого дерзкого кота с логотипом Супер. Дизи. Супер. У нас, Вообще минимальный вот такой заказ какой должен быть количество? ну, допустим, эта футболка, видите, здесь написано Berkut Sportwear. Это Ага. то, что мы изготавливаем, она у нас в наличии. Можно от 20 штук, Мгм. потому что это складская продукция. Мгм. Отлично. А по времени сколько занимает? Примерно неделю. Если у нас Неделю, да? загрузочность небольшая, это 3-4 дня, но, как правило, у нас цех всегда загружен, всегда заказы. Соответственно, 7-10 дней. Нигара, расскажите, пожалуйста, вообще про маркетинг вашей компании, как вы привлекаете своих клиентов? Ну, на самом деле, для привлечения своих клиентов мы используем, конечно же, сарафанное радио, потому что, как правило, когда ты поставляешь хорошую, качественную продукцию для одного из своих клиентов, в этом рынке нас не так много, эта информация очень быстро передается. А затем это же, конечно, сервис. Мы стараемся оказать уникальный, особенный сервис под ключ каждому клиенту. Также это цена, потому что это очень конкурентоспособный рынок, конкуренция высокая, соответственно, мы всегда держим самые лучшие и хорошие, конкурентные, вкусные цены. И, конечно, качество. У нас очень высокое качество продукции.
Качество нашей продукции всегда привлекает клиентов. Ну и это никто не отнимает тот факт, что это обязательные звонки, холодные и теплые звонки клиентам, потому что постоянно появляются какие-то новые игроки на рынке, новые клиенты. Соответственно, мы мониторим, делим по секторам и обзваниваем каждый сектор клиентов. Вообще, на данный момент какая маржинальность у сувенирной продукции, у швейного цеха? Мгм. Ну, что сувенирная продукция, что швейное производство, это достаточно специфическая продукция. Соответственно, мы не закладываем одинаковую маржу на каждую продукцию. Все зависит от объема продукции. Допустим, купил клиент 5 штук, или купил клиент 10 тысяч штук, или он купил 100 штук. Соответственно, на каждый из этих тиражей закладывается разная маржинальность, потому что если это изготавливается, допустим, в Казахстане, мы еще наносим печать, то ли мы запустили целую раму, которая печатает на 10 штук, то ли на 1000 штук. Соответственно, себестоимость разная. И Какие у вас маржа. дальнейшие планы по развитию вашей компании? Ну, мы хотим открыть свои филиалы по Казахстану, конечно же. Это Запад, потому что на Западе нет. Это в столице развить. И также открыть свои точки в странах СНГ, выйти на Россию, потому что сейчас это очень удобно. У нас единый таможенный союз, Узбекистан, Кыргызстан. Ну вот, это ближайшие планы. А сейчас у вас, получается, компания только базируется в Алмате, да? Да, на данный момент у нас был офис в Астане, но в связи с пандемией коронавируса это стало нецелесообразным, поэтому у нас сейчас все базируется в Алмате. Помимо этого, я В знаю то, Султанове. что вы запускаете свою линию одежды. Да. Можете более подробно рассказать? Вот здесь вы, наверное, можете разглядеть лекало. Мы в этом году запустили свою линию одежды, Николаса Кинелли называется. Это все сделано в Казахстане. И вот, допустим, сегодня я сама в таком платье нашего собственного бренда Николаса Кинелли. Мы делаем как спортивную одежду, так и такую более женственную. Вот касаемо социальных сетей, вы используете услуги блогеров популярных наших? Специально платную рекламу мы не заказывали, но был такой опыт с Рашевым. Получается, его жена Джулиана, она заказывала у нас продукцию, ей нужна была кружка керамическая. И мы подготовили им такой бокс наш. Мы делаем брендированные ежедневники, туда вошел пауэрбанк брендированный, ручка. Им настолько это все понравилось, и деревянная коробка, что они просто так, Рашев Ержан, он выложил в историю, и его супруга также отметили нашу компанию, и просто без какой-либо оплаты они просто потому, что им так понравилось качество, прорекламировали нашу продукцию. Если говорить об ассортименте нашей продукции, то я хочу вам показать, это вот в направлении нашей национальной тематики, мы совместно с казахстанским дизайнером, художницей, разработали вот такой вот шелковый платок. Классно. Называется он Айзере. Если его вот так вот даже надеть, то красиво будет на любой девушке. Классно, Очень супер. дорого, богато, красиво. Потрясающе. Очень яркий подарок на 8 марта, особенно, мне кажется, идеально. Также хочу показать вам сумки национальные, в то, что мы развиваем национальные. Наглядно продемонстрирую вам. Как вы думаете, что тут внутри? Ну, они больше похожи на такие походные сумки. Все правильно, это наш пикник-набор, который рассчитан на 4 персоны. О, Вот такие вот пикник-набор. красивые национальные тарелочки, тут видите? Потрясающе. Очень красивые кружки, такие же, в такой же национальной тематике. Супер. А также вилки, ложки, все тоже в такой цветовой гамме. И это еще не все. Плюс к этому, если мы откроем этот потайной кармашек, то это еще и сумка-холодильник. Соответственно, здесь можно ложить продукты, которые не будут портиться. Вот видите? Вот это целый отсек, сумки-холодильники. Вот целых 2 отсека. Идеальный подарок. Сколько стоит вообще вот такой вот подарок? у вас? Такой набор, он стоит около 20 тысяч. 20 с чем-то, но он того стоит. Это будет у вас использоваться десятилетиями, потому что у меня у самой такой набор, и он у нас где-то дома хранится уже больше 10 лет. Сюда можно Просто- нанести свой логотип? Конечно, вот тут специальное есть место. Вот сюда можно нанести с шелкографией, печать, ваш логотип. Либо вышить можно. Отлично, супер. Итак, здесь у нас само швейное производство. Вау. Если вы посмотрите сюда, то вы можете увидеть здесь у нас ленточный стол, а это сам раскройный стол, на котором делается раскладка лекалов. Как вы видите, здесь у нас лекала строятся сейчас именно на спецодежду. Вот, это будут брюки и это будет куртка. Это смысловая ткань, и здесь вот аккуратно строятся все лекала, размеры, из которых будут потом вырезаться сами изделия и отшиваться.
Здесь именно сам процесс, потому что все зависит именно многое от правильных лекал. Если лекала построены правильно, то мы можем правильно сэкономить ткань. Если лекала построены неправильно, то, соответственно, и расход ткани будет большой. Вот приведу вам пример. Допустим, в разное время у нас на одном и том же оборудовании работало два разных технолога. Себестоимость, допустим, возьмем какого-то фартука, да, вот такого же раскроенного, стоила 2000 тенге. Затем приходит второй технолог на том же самом оборудовании, просто строя более правильные детали, сам конструкционный процесс, себестоимость стала стоить на 50% дешевле, 1000 тенге. То есть поэтому именно здесь закладывается именно правильный расход самого материала. Друзья, сейчас мы находимся в швейном цеху. Расскажите, пожалуйста, как давно он у вас функционирует? Наше швейное производство функционирует уже больше 10 лет на самом деле, и оно заточено на производстве и пошиве именно спецодежды. Каждый пошив у нас разделен по операционной, то есть каждая швея, она выполняет определенную операцию, из которой потом складывается полное изделие. Вот. Вы можете здесь смотреть, на данный момент здесь отшиваются, допустим, фартуки. На крое была нанесена печать, и потом из кроя сейчас девочки прострачивают фартук. Это фартук, сделанный из габардина. Вот так он выглядит. А какой ассортимент товаров и услуг предлагает ваш цех? Наш цех предлагает полный спектр спецодежды. В спецодежду входит у нас фартуки, медицинские халаты, спецодежда для пожарников, для медицинских сотрудников и так далее. А вообще, какие сложности есть в этой нише? Ну, на самом деле, любое производство и любой бизнес, скажем так, он связан с рисками. Любой бизнес – это люди, и люди не всегда соответствуют, допустим, вашим ожиданиям и так далее. В нашем бизнесе это, конечно же, нехватка квалифицированных кадров. То есть у нас достаточно тонкая работа, и всегда нужны квалифицированные кадры с хорошим опытом. Иногда бывает достаточно сложно найти именно квалифицированные кадры. А для каких компаний вообще вы предоставляете услуги швейного цеха? Швейный цех – это также у нас пивники, допустим, это компании, крупный и средний бизнес также, это какие-то фармакомпании, медицинские компании. То есть любое предприятие, которому нужна какая-то спецодежда. А вообще большая конкуренция в Казахстане именно в этом направлении? Да, достаточно большая конкуренция на самом деле, потому что швейных цехов очень много, но очень мало именно тех швейных цехов, которые работают на качественном материале, как у нас, которые предоставляет у нас, между прочим, каждая продукция, есть на нее сертификат, есть ГОСТы стандартов, то есть все это у нас прилагается. Не каждая компания может это предоставить. Нигара, мы сейчас находимся на складе, где вы храните свои ткани и краски, верно? Верно. Расскажите более подробно об этом складе, как все это хранится, для чего, как используется и так далее. На самом деле в Казахстане сами ткани не производятся, но поэтому все ткани мы завозим из ближнего зарубежья. Это Узбекистан, это частично где-то что-то с Киргизии, что-то с Турции и что-то с Китая. И все наши ткани, они имеют сертификацию, они имеют ГОСТы стандартов, то есть они все прошли клинические испытания. Мы единственная компания во всей Центральной Азии, которая использует бесфталатные немецкие и английские краски. Если говорить, что значит бесфталатные, допустим, это значит, что они не имеют вреда ни окружающей среды, ни для человека, в них нету химии. То есть даже маленький ребенок может одеть вот эту одежду, на которой была нанесена печать нашими красками. Они гипоаллергенные. Вот если вы увидите, то все у нас хранится аккуратно в баночках, все подлежит сертификации. На каждую продукцию у нас есть государственная регистрация, государственная сертификация, и мы являемся официальными дистрибьюторами на территории всей Азии, то есть только через нашу компанию любая другая компания может купить эти краски. Вот если вы видите, то Рутланд сделано вот в Америке. Вот на компании, сама компания английская, краски они изготавливаются в Германии и также изготавливаются в Америке. Нигара, где мы находимся и что это за оборудование? Ну, это немецкое оборудование EMR, другими словами называется она ромашка, на которой происходит печать. Вот если смотреть на данном этапе, то это у нас крой фартуков, на который сейчас наносится печать. Ромашка она настроена на печать на массовую продукцию, то есть это не розница, а именно массовая, потому что это большая машина, и запускается, соответственно, тираж. Сюда можно и футболки, и свитшоты, не обязательно крой, может быть и готовая продукция. А вообще, какая вмещаемость этому оборудования? Ну, на один раз сюда вмещается 12 изделий, и в час мы печатаем около 1500 изделий.
На этой машинке, если это логотип в один цвет, допустим, как здесь, то за час 1500 штук. Отлично, супер. Нигара, ну и последний вопрос, даже, скорее всего, пожелание всем нашим зрителям, читателям, подписчикам бизнес-сообщества Валибай. Что бы вы хотели бы пожелать от себя, особенно тем, кто начинает свой бизнес? Ну, для начала я хочу пожелать сообществу Валибай вам процветать, чтобы у вас было так все больше и больше просмотров, чтобы каждый человек, смотря эти выпуски, черпал для себя какое-то вдохновение, черпал для себя что-то новое. Но зрителям я хочу пожелать вдохновляться, следовать за мечтой, ничего не бояться, потому что в бизнесе всегда есть риски. И, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. И жизнь — это люди на вашем пути и то, что вы с ними создаете. Поэтому создавайте что-то прекрасное. Мы в вас, и я в вас верю.